Сегодня вспомним дни печали и страданий. Мы вспомним времена великих испытаний, когда за сутки мой родной народ, срубив под корень, сбросили за борт. Волнение в голосе, когда читаешь стихотворение о трагическом дне, скрыть сложно, ведь все это происходило наяву. О депортации эти юноши и девушки знают по рассказам бабушек, дедушек и учебникам истории. На сцене развернули миниатюру «Один день из жизни обычной ингушской семьи в те суровые 40-е». Чемоданы вокруг сцены, тревожные лица, чувство неопределенности и несправедливости. Мероприятия к 78-й годовщине депортации нашего народа проводили по всей республике. Активное участие принимали студенты и школьники. Историю своих предков ребята знают прекрасно. Репетировать долго не пришлось. Готовиться помогали преподаватели и родные. Это дата, которая оставила после себя след в сердцах каждого ингуша, в сердцах нашего народа. Бабушка много рассказывала мне истории насчет этого своего события. Я не стала свидетелем тех лет, но стала свидетелем истории. И я часто задаю себе вопросом, как они выжили, как они смогли не обозлиться. Я ими очень сильно горжусь. Это подвиг остаться человеком в нечеловеческих историях. Я горжусь тем, что это мой народ. И важно помнить, важно не забывать все это, потому что мы учимся на опыте истории, на опыте своего народа. Ингуши провели в ссылке долгих 13 лет. Здесь отдают дань мужеству и стойкости людей, сумевших выдержать все тяготы жизни и не потерять веру в лучшее. Несгибаемый дух, вера. Именно благодаря таким качествам наши предки и не теряли надежду вернуться в родные края. Долг потомков – помнить уроки истории. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.